institution to be followed by Институт евразийского диалога, затем Институт молодой демократии. Таджикских государственных СМИ, умышленно распространяющих фейковые новости, входят Государственное информационное агентство «Ховар», Агентство «Спутник Таджикистана», Республиканское издание «Джумхурият», орган правящей партии «Минбари Халк» и другие. В рамках своей деятельности спецслужбы Таджикистана являются надзирающим органом для указанных изданий и зачастую основным заказчиком фейковых новостей. Все фейковые новости имеют политические цели. Их две. Первое – повышение авторитета властей, искусственное создание положительного имиджа деятельности руководства республики и действующей партии власти. И вторая цель, скорее всего основная – распространение дезинформации, умышленной клеветы и всяческих нападок в адрес представителей гражданского общества и таджикской оппозиции, и в основном в адрес Национального альянса Таджикистана и его руководства, которые официально зарегистрированы и действуют в Европе. Спецслужбы Таджикистана, создавая и контролируя деятельность своих фейковых аккаунтов и фейковых новостных групп на просторах интернет и особенно в социальной сети Facebook, запускают также поток угроз, вплоть до угрозы убийства и лживых и оскорбительных комментариев на публикации Национального альянса Таджикистана. В комментариях можно увидеть все фейковые аккаунты МВД и ГКНБ. Их насчитывается около 150. Большинство фейковых новостей готовится сотрудниками спецслужб Таджикистана и распространяется под различными вымышленными именами авторов. Государство Таджикистан также имеет и другие способы вброса фейковых новостей, целенаправленно через так называемых проправительственных журналистов, пропагандистов, тесно связанных с деятельностью спецслужб. Площадками для оглашения фейковых новостей также могут становиться и различные международные конференции, наподобие нашей. И все мы можем оказаться тому свидетелями. Спасибо большое.